Почему я вот, мне говорят по поводу вольности, не свободы, я говорю, я людей всегда поправляю, не свобода, а воля, мы вольные. Я казак, мы вольные люди. Я езжу по стране, я вижу огромное количество людей, я знаю людей, как люди живут. Вот честно вам скажу, вот Москва сравнить, Петербург и все остальное. Именно все остальное. Потому что живет только Москва и Санкт-Петербург. А все остальные, это все остальное. Где люди, я вот приезжал, значит, на юга, где люди получают заработную плату в 5000 рублей. 5000 рублей зарплата у человека. У него 5 детей. Сейчас они в законы выбили, у него, значит, есть земля, есть какой-то надел, он там поставил теплицы, что-то еще, чтобы, ну, за счет этого, как бы, там, куры, яйца, там, живет, вот, вытягивает свою семью. А тут раз вводят законы такие, ты должен заплатить за то, что у тебя там что-то есть. Извините, 20 тысяч он сейчас в год должен платить. У него 5000 зарплата. И люди, которые живут в Москве, в Санкт-Петербурге, этого не понимают. Я говорю, ребята, когда беседую с ними, я говорю, вы из Москвы-то выезжаете? Да, вот мы ездили там в Сочи, мы там были там в Екатеринбург, ездили там, мы встречались, там все классно, здорово. Я говорю, не-не-не, вы о другом, я о другой жизни говорю. Вы садитесь в автомобиль и едете 1000 километров, как мы с Денисом проехали. Там 1000 километров едете, останавливаетесь в деревеньке, посмотрите, как они живут, пообщайтесь с народом. А не то, что они приехали в Сочи, поехали на горных лыжах, покатались, посмотрели, как все классно, пожили в дорогих номерах, и для них вот это вот образ жизни, понимаете? У людей понятия сбитые. Вот как можно дальше вот с кем-то куда-то вот с такими людьми идти? Слепой, он упадет в пропасть. Я не хочу падать. У нас пути разные. Поэтому я вам говорю, что основной принцип это сегодня наш генетический материал. Почему сегодня, когда вы обратили внимание, нужно сдавать биометрию, да? Биометрию сегодня пытаются собрать. Как вы думаете, почему? Почему нужно сегодня именно нашу славянскую генетику собрать? По одной причине. Потому что тогда можно влиять на нас. Генетический материал имеет не только метафизические какие-то свойства, биологические, он имеет и физические свойства. Этот генетический материал выводится, из этого генетического материала выводится определенная вибрационная составная, уже физическая вибрационная составная. И закладывая данную вибрационную составную в определенные генераторы, можно влиять на человека, уже генерируя под него определенный ключ воздействия на человека посредством чипа, который будет встроен в человеческое тело. Вот для чего берут генетический материал. Для того, чтобы управлять всеми. У нас, у славян, не только у славян, проживающих, принцип генетического материала у всех одинаковый, но есть определенные, так сказать, подключи, которые дают именно подход именно к нам. Если нужно какой-то общий включить, общую систему включить, они берут генетический материал, физические свойства, включают, и тогда они имеют огромнейшую полосу влияния на огромную территорию людей. Для того, чтобы человека сделать рабом. Что такое генетический материал? Это игры хромосомы у мужчин, ДНК или что? Будем говорить проще, твоя кровь и так далее. Это генетический материал. Волосы твои это генетический материал. Кожа это тоже генетический материал. Им нужно получить от тебя любую форму генетического материала. Чтобы вывести. Но в ДНК есть понятие игры хромосома. Я сейчас не говорю игры хромосом, я тебе говорю о физических свойствах генетического материала. Потому что любой орган в нашем теле имеет вибрационные свойства. Знаешь об этом, да? Ну, имеет определенную вибрацию, будем так говорить. Если же настроить, оно в герцах идет, вибрация в герцах. Если же мы берем определенный аппарат, который вырабатывает определенную частоту, настраиваем аппарат в определенной частоте на определенный орган, в той же самой частоте, мы выключаем этот орган. Либо мы активируем, либо мы его просто-напросто подавляем. Понимаешь теперь, да? Приблизительно. Вот, СВЧ-пушки, знаете, да? СВЧ-пушки, эта система, то же самое имеет вибрацию. Это волна, которая может сжигать, может пугать и так далее. Это тот же самый принцип. Тот же самый принцип. Если мы сегодня это осознаем и понимаем, то мы понимаем, какое оружие в руках сегодня
врагов. К сожалению, из-за своей глупости человеческой люди готовы отдавать свой генетический материал, всю биометрию и так далее. Сдали, и в итоге мы что получаем? Получаем мы врага посредством нашего, опять же, наших действий.